и значимое событие, которое произошло за последнее время среди белорусской оппозиции, это, безусловно, освобождение Сергея Тихановского. И буквально в первые же дни, Сергей, ты обратился к белорусам с просьбой собрать тебе 200 тысяч для того, чтобы ты мог продолжить борьбу против режима. Но за 5 лет бесконечных поездок, фотографий с разными представителями демократических государств, за 5 лет громких заявлений о борьбе за демократию в Республике Беларусь, за 5 лет выражения озабоченности о судьбе политических заключенных, офисом Светланы Тихановской не было сделано ровным счетом ничего. За это время со стороны Европы и США было выделено более 175 миллионов для создания и поддержания гражданского общества Беларуси. Правда, требования предоставить какие-либо отчеты об использовании этих средств полностью игнорировались, хотя обещания о публичном обнародовании этих затрат давались Светланой Тихановской публично и неоднократно. Однак мы вырашили собрать гэтыя грошы. Тут, Сергей, 200 тысяч, и мы готовы передать их тебе. Я думаю, что 1000, которые Сергей сказал, что он уже собрал, надо все-таки отсюда забрать. Погоджуся. И Сергею не хватает 199. Погоджуся. Мы, як і большасць беларусаў, не хамякі. І гэтыя грошы ты атрымаеш пры умове. Ты, як чалавек офіса, публічна паказвае справаздачнасць за весь перыяд іх дзейнасці. Публічна расказваеце, куды пайшлі 175 мільёнаў еўра, даляраў ад Европы і США. Тлумачыш людям, хто гэтыя персанажы ў атачэнні твае жанкі і адкуль яны ўзяліся. Распавядаеш падрабязнасці свайго плана па звяржэнню рэжыму можна асабіста. Нашыя кантакты ты знойдзеш. Пытанняў людзей накапілася шмат. Табе не вераць, а нам так. Жыве Беларусь! Живи вечно!